повседневной жизни мы очень часто задумываемся, куда же можно утилизировать тот самый пластик, ту самую бумагу, полиэтилен, картон. На самом деле, как говорят специалисты, это не мусор, это вторсырье. И из него можно сделать полезные вещи. И у нас в столице этим занимаются. Ну а что же делают из него, узнаем сегодня. Испытано на себе. Мы собираем вторсырье на территории города Якутска у наших партнеров. Это могут быть торговые компании, производственные предприятия, либо урны пилотного проекта по сбору вторсырья. Далее собранное вторсырье приезжает к нам на базу, вот на таких вот белых машинах с нашими фирменными логотипами. Здесь разгружается, ну и дальше происходит процесс обработки вторсырья. Есть у нас автомобиль МАЗ, мусоровоз, классический мусоровоз, но мы перевозим на нем картон. В чем плюсы МАЗа? У него бункер с прессом. Картон в любом случае, если уложен плохо, да, к примеру, вот такая коробка, да, она занимает значительное количество объема. При погружении в пресс, да, уже происходит небольшое первичное прессование, и, соответственно, мы можем перевозить больше картона, да. А сколько раз в день примерно приезжают подобные машины к вам сюда, на склад? Каждая машина может делать где-то от 3 до 4 разгрузок ежедневно. Всего на линии у нас каждый день должно быть 3 машины, да, итого примерно 12 разгрузок. Этот картон мы собираем с каких-то предприятий или все-таки это определенная локация, куда люди сами приносят и сдают? Откуда вообще это все? Это может быть как и предприятие, так и локации. Я точно не знаю, откуда именно этот картон. Нужно посмотреть у водителя, да, у него есть свой маршрут, да. Но это может быть любой объект. Производственное предприятие, да, там дает много, допустим, цех по производству полуфабрикатов. Там очень большое количество коробок от мяса, да, там цех по производству питьевой воды. Там всегда появляется на производстве брак на упаковке, у бутылки. Там то донышко кривая, то сверху бывают проблемы. Вот. Это все складывается отдельно, и мы это все забираем и привозим сюда. А если сравнивать объемы, все-таки больше привозят картона, пластика или нет такого? Не, ну у нас вообще в обороте, если считать весовых показателей, то картон имеет долю там больше 80%. Картон, остальное все делится на все оставшиеся практики. Да, а исходя из вашей практики вообще, люди сейчас стали сортировать тот самый мусор или еще пока к этому мы не пришли? Ну, мы работаем уже активно, больше 2 лет, 3-й год начался, да, активной нашей работы. И за это время мы, конечно, понимаем, что объемы заготовки вторсырья, они постоянно увеличиваются. Да, и люди активнее, интенсивнее нас несут и урны, то есть и физические лица начинают сортировать больше, и юридические лица. Юридические лица, да, раньше была проблема тоже с предпринимателями даже, да, но сейчас каждый предприниматель, да, пытается, конечно же, и сэкономить на вывозе мусора, да, а мы это забираем, собственно говоря, бесплатно. Ну, а также считает своим, наверное, экологическую повестку, что включает раздельный сбор на производство. Да, кстати говоря, вот я сейчас смотрю на коробки, и видно очень много коробок из-под брендов, да, определенных. То есть это сами предприниматели звонят к вам и, соответственно, просят вывести тот самый картон, либо тот же пластик, да. И это очень удобно для них, да, возможно, их время экономит, да, соответственно, а вам работу, так сказать. Не только время, еще и деньги экономит. Это экономит их время и деньги, поэтому это выгодно считается. Ну, сейчас отрасль такая находится в интересном моменте, да, после 24 февраля все сильно менялось, да, и у нас уже цена на картон менялась в этом году, в 3 раза опускалась, и теперь опять в 2 раза почти поднялась вверх, то есть цена очень волатильна. Но мы считаем своей целью, конечно же, работать в любом случае, да, продолжать осуществлять свою деятельность, даже без, условно говоря, прибыли какой-либо, да, так как уже на территории города стоят. От нас зависят люди, да? Мы людям объясняем уже 3-й год подряд, что это надо делать. Вот так просто взять и бросить мы это не можем. Все-таки не оставите вы жителей Якутска, да? Раз уж мы стараемся привить это, да, в культуру нашу поведения, ежедневной жизни, конечно, необходимо продолжать эту деятельность, несмотря на то, что все-таки экономически, возможно, это сложно, правильно? Да, мы будем продолжать дальше.
Вот а какова судьба вот этого мусора? Вот он приезжает сюда в таких больших объемах. Далее что с ним происходит? Конкретно вот с этим картоном. Процесс немножечко в немножко устной хотел- форме, а потом на практике. Немножко хотел вас поправить. Мы Ага. не используем слово мусор. Мусор. Да, не используем. Это уже не мусор, это вторсырье, это полезная фракция. Когда, вот, мы не любим это слово вообще, мы занимаемся не мусором, мы занимаемся вторсырьем. Все собираем здесь. Дальше все равно надо немножко достортировать. Ну, даже не немножко, а иногда бывают значительные проблемы, да. К примеру. Ну, вот, мне кажется, вот здесь, да. Вот, к примеру, вот. Ну, вот это, конечно, наглядный пример, то, как нельзя делать, да. То есть, Вот. если уж сдаете, ну сдавайте вы уж. Пожалуйста, да. Картон, да. Пожалуйста, контролируйте. Но это, видимо, с какого-то торгового объекта. Вот Да. коробку превратили в мусор, да, и мы его потом забрали производство. Вот это вот самая наша большая проблема. Дополнительная сортировка. Это придется сейчас отсортировать. Но это выбросим, в мусор отвезем. В принципе, сортировка становится все лучше и лучше, да, с каждым годом. Ну, вот это остатки пищевых продуктов разводит мышей и крыс, да. Вот это вот, да, что же, одна из наших проблем, да. Ну, для этого у нас теперь, кстати, крошки здесь появились. Система отработает, да. Есть, да, такие? Вот. Собрали, лайфхаки. досортировали, отправили в пресс, запрессовали, обвязали, увезли на склад постоянного хранения на улицу. Накопили машину 20 тонн, отправили на переработку. Да? Отправляем в другие регионы. Хабаровск, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ. Примерно такие. Это самые оптимальные варианты по доставке, по логистике. Да? Испытано на себе. Илья Викторович, при дополнительной сортировке на что нужно обращать внимание, дабы что-то лишнее не попало под пресс? Ну, в большинстве своем, конечно, картон уже чистый к нам, ну, подготовленный приходит, но попадается, конечно, дополнительная сортировка происходит. Допустим, вот такие коробки вот с какого-то магазина, возможно, привезли с полиэтиленом. Полиэтилен, соответственно, отделяется отдельно и идет в плитку, в переработку. Вот Да, вот и складывают его здесь ребята. Потом, как он наполняется, они его туда относят, там его дробят и производится плитка. А вот это все, А это все, да, это картон, это все а без Бренд. разницы, цветной, не цветной, без, без разницы, да? разницы. Вот так просто туда Да, бросают? просто туда, соответственно. Опля! Ну, попадается и мусор, конечно, бывает. Опля! Здесь большой, вот видите, тоже О, полиэтилен. тоже нашелся, вот. Это тоже все, полиэтилен складывается отдельно. Не перестаю говорить о том, что труд облагораживает человека, и когда занимаешься подобным делом, вдвойне приятнее все это так делать, потому что действительно хороший труд, и главное, есть результат. Значит, вот это все объемы, мы все складываем туда, все. Да, он вообще, чтобы готовая кипа получилась, ну, порядка 10 циклов загрузки, 10, там, 12, тоже в зависимости от плотности картона. Сейчас вот накопитель наполнились, сейчас будут закрываться крышки. То есть это еще не сам пресс, это просто крышка. Да, эта крышка его закрывает. При открытых крышках он не будет сдавливать. Ага. Как И вот безопасно. здесь уже можно будет наблюдать, дорогие друзья, Да, как вот, вот обратите плита внимание, вот отсюда картон прессуется в эту сторону, и затем уже на выходе получится большая кипа весом порядка 500 килограмм. То есть вы видите, сколько его было и во сколько он его сдавил. Испытано на себе. А давайте я вам помогу. И мы Давайте. высыпем ее просто. Логично. Вот так. Все, проще простого. Главное, чтобы эта крышка не закрылась не вовремя, да? А сколько у вас вообще сотрудников работает в коллективе? В данный момент штат у нас 4, 5, 6, 7, 8 человек. 8 человек. 8 человек у меня, ну, рабочих и плюс 3 водителя.
Ну, то есть такой маленький коллектив, но проделываете огромный объем работы, правильно? Да. А если картон больших размеров, вы разрезаете его? Нет, просто так же складывается, он же сдавливается, крышками прижимается. В день картона вот заготавливается вот такими кипами 5-6 тонн минимум за день. Поэтому за месяц там у нас объемы не меньше 120 тонн. Вот на этом прессе 2 человека работают. Сегодня просто тот картона сейчас чуть-чуть поменьше, но второй пресс сегодня не работает. А когда объем картона если большой, то 2 пресса, то есть это тут 2 человека и тут 2 человека работают. Вы знаете, после выпуска этой программы в доме у себя лично я буду сортировать сейчас весь взвесим. мусор. И вот так же буду складывать коробки, чего и вам желаю. Для меня, как для девушки, всегда были интересны подобные механизмы, и я не могу не позволить себе, пользуясь положением служебным, приложить руку к этому рычагу. Говорят, нужно потянуть на себя. Один, потом вот этот. И Кнопочка. Вперед. Не, вперед. вот это. Все. Вот и все. Вот. Счастье есть, его не может не быть. Да, то и в таком процессе. Илья Викторович, вот так мы сейчас видим, как выходит тот самый прессованный картон, да? Примерно каков вес вот этого блока? Средний вес этой готовой кипы 500 плюс килограмм. От 500 до 600 килограмм. Сколько примерно минут нужно, чтобы собрать, спрессовать вот такой объем? Вдвоем минут 30-40. В 30. зависимости от плотности картона тоже зависит. И то есть и далее вот такие уже кипы, как вы их называете правильно, вы отправляете в другие города на переработку, да? Да, они взвешиваются вот таким образом. Вот, вот это 495 килограмм вес. С ума сойти. Жмите. Смотри. Вот готовые к отправке будет взвешено, вывезено на улицу, в дальнейшем отправится на переработку. Вот так, дорогие друзья. Поэтому в следующий раз, когда вы будете выбрасывать коробку из картона, задумайтесь только, что вот сколько картона можно собрать и отправить на переработку. И действительно, это польза не только для вас лично или для вашей семьи, это польза для республики, да, и для всей экологии нашей страны. Испытано на себе. И вот та самая кипа картона, к которому я приложила, так сказать, свою руку, внесла свою лепту, и сейчас необходимо, конечно же, взвесить. Вот как вы думаете, дорогие друзья, сколько может весить подобная кипа картона? Ну, сейчас немножко подумайте, ну а на самом деле все намного проще. Узнаем сейчас. Вот ее вес. Все. 121. 121. 521 килограмм картона. Испытано на себе. Очень интересный процесс происходит вокруг меня. Я действительно нахожусь в каком-то небольшом шоке, потому что для меня переработка мусора была всегда очень интересной темой. И в рамках нашего проекта я уже побывала на полигоне на Вилюйском тракте. И действительно масштабы поражают. Но больше всего меня удивило,
то, что вот из того самого пластика и полиэтилена можно делать вот такие тротуарные плитки. И уже скоро мы увидим их на улицах нашей столицы. Здесь происходит переработка полимерных отходов. Процесс переработки предельно прост на самом-то деле. Мы дробим пластик, да? Далее смешиваем его с песком, вторая стадия. При этом добавляем краситель, пигмент. Да, Вот, пигмент, пигмент нужного нам цвета. Да, сейчас мы производим красные изделия. Далее все отправляем, нагреваем, да, и получаем такую, скажем, массу, похожую на пластилин. После этого взвешиваем, да, каждое изделие весит занимает определенный вес, и отправляем в пресс под форму. В зависимости от того, какая стоит форма, такое мы получаем изделие. На сегодняшний день мы изготавливаем 6 типов изделий. 3 типа тротуарных плитки. Это кирпич, евробрусчатка, ромб и 33 на 33. Бордюрный камень изготавливаем, также ламель и устой. Это ламель, это доска по факту, да, двухметровая, там различные толщины. Ну а устой это подставка под скамейку. То есть из этих двух изделий мы собираем скамейку. То есть, Да. ну, мы не первые, кто начал заниматься этим в городе, да. И помимо нас еще существует несколько предприятий. Конечно, все мы немножко отличаемся друг от друга, да, по-разному. Нас отличает замкнутость цикла. Мы собираем сами, да, мы транспортируем сами, мы перерабатываем сами, получается. Вот так, хороший показатель. Да, кстати, раньше мы вот, пленку сортировали по типам, да, там, и также прессовали ее, да, и отправляли на переработку, она уезжала. Но вот сейчас мы уже пришли к тому, что мы ее здесь с ней расправляем. Итак, дорогие друзья, конечно, в рамках «Испытано на себе» мы должны на деле показать, как перерабатывает тот самый полиэтилен и что из него может получиться. И в этом мне поможет Илья Викторович. Илья Викторович, ну вот приходит к вам вот такой груз, да, можно сказать? Мы называем это сырье, Ага. потому что для нас это сырье, оно приходит либо в мешках, либо вот в тюках. Мы его здесь в дальнейшем сортируем. Вот это что? Это полиэтилен обычный. Плотный полиэтилен? ПВД, да. Это? Высокого давления. Это стрейч-пленка, которая уже тоже использованная. Все. Вот такие вот на нашу экостанцию люди, население сдает. А, это вот мы видим, да, дома. простые пакетики, да? Обычные пакеты. То есть вот упаковка из-под пельменей. Тоже То есть все есть здесь, да? все есть, да. Вот это все подлежит переработке. Это все в дальнейшем. То есть, ну вот посмотрели, чтобы там ничего жесткого не было, железа. А я увидела жестко. Вот это можно? Ну это мы отдельно вообще. Да. А вот это? Ну это да, тоже можно по чуть-чуть добавлять. Ну главное, В чтобы принципе, немного, да? ничего такого Вот посуда одноразовая, можно? тоже добавляется, да. Можно. Да. Это Ну, тоже на ней можно. надо смотреть маркировку. Они все сортируются по маркировкам. Здесь ПЭТ-1. Ну, Не подойдет. не подойдет у меня. Не подойдет. Единица. Ну, а остальное все здесь полиэтилен, в принципе, весь подходит. Пойдет. Далее что мы делаем с ним? Это все мы дробилку добавляем, все это туда. Вот так. Это все смягчается. Получается вот такой мелкий полиэтилен. То есть вот это тоже все туда. Страшно, еще руку отрежешь. И это тоже будет. Тоже туда. И Получается вот такая. Вот видите, желтенькая пошла. да, это цветной наш. И сейчас, собственно говоря, вот из этого пластика я сделаю одну тротуарную плитку. Процесс очень интересный, но я думаю, лучше все это на деле показать. Процесс запущен, дорогие друзья. Вот так вот. Отсюда мы получаем уже. Ой, мамочки. Кладем на весы, смотрим. Еще немножко. Далее эту коробку
коробку мы опускаем смеситель, и таких коробок должно быть 5, потому что вес здесь 10 килограмм, а нам нужно 50 килограмм полиэтилена и 150 килограмм песка. Только в этом случае получится хорошая смесь для производства тротуарной плитки. Я не смогу это же поднять, это тяжело. Тот самый измельченный полиэтилен. Дальше песок добавили и краситель, потому что плитка должна быть красного цвета. Ну, как мне сказали в компании, здесь бывает и черный цвет, и зеленый, и синий, но сегодня работаем с красным цветом. Девочкам можно и по пол ведра. Главное принять участие, понимаете? Как страшно. Итак, производство в самом разгаре. Вот тот самый пирожок. Обязательно нужно взвесить. Обратите внимание, специальные перчатки, потому что температура здесь порядка 220 градусов. Ну и, конечно, нужно позаботиться о себе. Итак, 860 грамм и пресс. Мамочки! Нормально? Да. А дальше нажимаем. Две зеленые кнопки. Вот Почти, эти? Да. Одновременно? Да. Сейчас 70 секунд они будут под давлением принимать форму. Идеальная форма Все? моих кирпичиков. А Можете дальше? брать. А это не горячо? Нет. А, все очень просто. Вот так легко. Хоп! Хоп, товарищи. Все очень просто. Надеюсь, этот пресс сейчас не опустится? Нет, нет, нет. Пластиковая бутылка имеет маркировку номер 1, да, это там PET. PET мы не перерабатываем об этом. Нам подходит 2, 4 и 5. Да, бутылка, к сожалению, С ней что? прессуется и отправляется. Всё. Это опять То же единственный самое вариант, да? сценарий, да. Пока, да, есть там другие варианты, можно бутылку переработать. Да, флексы. Флекс это просто дробленый и мытый PET. Как, там, допустим, бутылка стоит там X, а флексов стоит 2X, да? Можно еще дальше пойти там делать гранулу, это будет уже 4X. Но опять же, сейчас PET не очень выгодная фракция. Вот, кстати, PET занимаемся только мы в городе, больше никто не занимается. Раньше там ребята занимались, но они отказались. Он неудобный, он объемный, легкий, его долго возить. Если одна бригада, да, может там спрессовать в день до 13 кип сделать, 12-13 кип, это каждая кипа по 500 килограмм, это где-то 5-6 тонн. Один пресс может нам выдавать в день. То PET он сделает 3 кипы, максимум 3 кипы они сделают, а PET, кипы PET весит меньше. И они сделают, значит, 1 тонну всего лишь, 320-350 килограмм. Все, итого мы получаем тонну против 6 там, да, и поэтому не очень... не выгодно. При этом мы, допустим, картоном загружаем машину 20 тонн, да, а по максимальному объему у нас получается, да, мы в основном всегда проходим, да, то PET мы загрузим только 13. Мы опять потеряли на логистике, да, то есть PET не очень интересно заниматься, получается. Поэтому мы в Якутске единственные, ну а мы просто фанаты, на самом деле. Мы не можем по-другому, да, и нам надо, чтобы наш город становился чище, в принципе, так дальше. Ну, единственное, также батарейки мы там собираем, да. Батарейки это вообще У них полностью... какая история? Собрали батарейки, саккумулировали на складе, накопили 2-3 тонны. 2-3 тонны почему? Потому что тогда можно завод прогнуть по цене. И отправили это на завод на переработку. Заплатили за перевозку, заплатили за утилизацию батареек. Утилизация батареек, она стоит, я не знаю, сейчас, конечно, какой порядок цен, но последний раз мы сдаем редко, где-то 1-2 раза в год, ну раз в год сдаем, даже не 1-2, один раз в год сдаем. Сейчас, кстати, надо ребятам сказать, чтобы сдали. Последний раз мы сдавали 2 тонны с лишним, и тогда нам дали цену 110 тысяч за 110 рублей за килограмм. По факту получается вот 2 тонны 220 тысяч рублей, плюс перевозка туда, да, не знаю, сколько там надо посчитать. То есть это только зона социальной ответственности, там, ну, это уже группы компаний получается, не только Якутская экологическая компания. Мы, конечно, с этим не справились. Также мы собираем крышки, кстати, да, единственные, ну, как бы мы
как мы куратор проекта на территории Республики Саха-Якутия. Все крышечки, которые собираются по республике, аккумулируются опять же у нас. Мы их собираем, С ними какая участь? далее мы их сортируем. И у нас есть партнер, классный партнер, транспортная компания Сибиритранс. Они эти крышки за свой счет отправляют в Рязань. В Рязань, и в Рязани там мы сдаем их на переработку, принимают их на переработку, да, и завод отправляет деньги в фонд «Помощь детям-сиротам», да. Вот То так. есть вот так вот крышка. Это тоже как бы... Опять ну, что-то- социальная. Да, опять тема. социальная, да. А что Много касаемо социального. алюминия? Да, алюминия совсем мало, мы его собираем и пока никуда не отправляем, он просто лежит, он красивый. Это алюминий, он такой красивый тип, и вот партнер мне говорит, что говорит, давай, говорит, сделаем из них какой-нибудь памятник нам. Пусть он стоит. Пока, Алюминиевый, да? Но при этом алюминий самая дорогая фракция, да, но Объемы, наверное, небольшие, да? да, совсем небольшие объемы. Ну, интересно, мы собираем алюминий в одну, мы это приняли решение где-то год назад, да, в одну урну с ПЭТом. Такие посидели, подумали, а почему бы к ПЭТу не добавить алюминий? Все равно сортируем, все равно ковыряемся. Но и будем алюминий отделять, какие проблемы? А давай. И вот и все, сделали так. У нас урны раньше уличные были двухфракционные, а мы добавили алюминий, и мы стали трехфракционные. Для нас этот показатель доступности, да, он очень важен. Вообще, следующий этап развития вторсырья – это доступность, да, для населения, ну, сортировать, да. Испытано на себе. Якутская экологическая компания также собирает и бумагу. Обратите внимание, вот в таком виде она находится здесь, на складе. К сожалению, здесь, в Якутске, перерабатывать бумагу мы не можем, поэтому единственное, что можно с ней сделать, это собрать, а далее она отправляется уже в другие регионы нашей страны для той самой переработки. А здесь мы видим все. Здесь и печатные издания, и рукописи. Видимо, какое-то общеобразовательное учреждение решило вот так собрать этот мусор, или, как говорят, сырье, и передать это Якутской экологической компании. Хорошее дело, дорогие друзья. Испытано на себе. Илья Викторович, вот здесь мы видим такие большие баулы, да, и короба с мусором. Это что? Мы здесь только складируем, или это тоже ждет своей сортировки, или мы уже это куда-то в другое место? Нет, это, конечно, все ждет своей сортировки. Вот эти большие бигбеги, у нас по городу стоят урны раздельного сбора, то есть пластик и картон. Вот этот бигбэг вешается в урну, и население туда скидывает, ну, вот, бутылки, банки алюминиевые тоже мы принимаем, они также прессуются и на переработку. Это все привозится просто, в дальнейшем это все заносится, сортируется и прессуется. Это то же самое бутылки. Ну, здесь в основном это все бутылки. Они ждут своего времени просто отсортироваться и пойти в пресс, запрессовать. И вот получится, вон стоят такие кипы вот бутылок уже. Да, пойдемте посмотрим, как выглядят спрессованные пластиковые бутылки, а если правильно их называть, это ПЭТы. ПЭТ. Вот они. Ну вот они. Вот так вот. Вот. А вот выше банки стоят, тоже прессованные. Вы знаете, просто диву даешься, да? Поглядите только, сколько пластика здесь в одном, да? В одном в одной вот кипе. в одной кипе вот таких мешков больших не меньше 15 штук. С ума сойти. И вес примерный 340-350 килограмм. килограмм. А вот там вот те самые жестяные баночки. Их вообще в одной кипе банок тоже где-то порядка 10 мешков. Вес тоже где-то около 300 И все это ждет в свою очередь для того, чтобы отправить это на переработку в другие города. Вот так. Ну, здесь порядка 150 тонн, наверное, лежит. Глядя на эти кипы картона, ты, конечно, сразу задумываешься о том, насколько важно перерабатывать тот самый мусор. Ведь это, как здесь говорят, не просто мусор, это вторичное сырье. Из этого всего можно сделать полезные вещи. Ну а самое главное, мне кажется, дорогие друзья, нужно начать с себя. Просто разделите дома пакетик с пластиком, пакетик с картоном, отдельно бумагу. И, возможно, именно это решение вскоре поможет экологии не только нашей республики, но и всей стране. До новых встреч, увидимся. Испытано на себе.